Здравствуйте, друзья! С вами я, Лара Володина. Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто посылает помощь для спасения якутских собак. Только вместе мы можем сделать с вами доброе дело, давать жизнь приговоренным к смерти. Спасибо всем, кто с нами. Мое искреннее спасибо каждому из вас. Друзья, спасибо, что вы помогаете нам. Они все у нас целовательные. Да. Они тоже... Все собаки ваши, они все очень крутые вот в плане. Да. Они якутские. Они вот добрые. Добрые, все. человечные. Вот это вот Дурында, да. Это Машка, что ли? Нет, Василиса. Василиса. Да. Она тоже добрая, но дурында. Дурында, да. Просто. Она когда пришла, это было вообще чудо. Ее было слышно и от регистратуры. Да. Всех облаяла, всем все сказала, Она что не то думает. чтобы облаивает, она именно вот бурчит. Ну, на собак-то она там полаивала. Дорогая, давай, ложись. Нет ли у нас тут Венера? А вот шишка. Ну, шишка-то здесь, а кровь-то из писем. А это одно с другим не может быть Нет, связано? абсолютно. Микрометастазиков я у вас здесь не вижу. А как их разве можно видеть? Конечно. Метастазики, которые здесь бывают, они чаще всего бывают в коже. Вот, и кожа у вас тут нормальная, но меня крайне смущает наше А давайте выделение. зеркалом можем посмотреть. Это так быстро даже вводится, да? Да, это болезненно можно вводить. Ой, мне щекотно. Ей делают химию, она целуется. Ну что за дело? Решаем делать технику безопасности. А у вас есть новое животное? Сейчас нету, сейчас пока не могу. У меня были мастифы всегда. Мастиф? Да, был мастиф, нам его в клинику подбросили, он еще маленький был щенок. Вот. Его привязали к клинике, написали записку. Прививки сделаны, здоров. Что ты все дергаешься? Поддержать тебя. Я и так держу, малыша. Сделай, конечно. Она не рожала, не знаете? Не знаю. А это тоже, да, не знаете. Но это не узнать, да? История об этом умалчивает. А то, что они хозяйские были, это факт. Хозяйский? Конечно. Ну да, меня особо боятся людей. Вот это особо. Просто какую-то бил хозяин, какую-то... Пойдем в комнату. Сядь-ка на него. Давайте,
Нигде ничего плохого не будет. Ни всего нигде не будет. Освоилась немножко, да? Это луна. Ага. Ну, все надо. Конечно. Конечно, все надо. Агдеська только напуганная. Когда она у нас освоится? Ну, она же, понимаете как, она, видите, она в принципе нормально себя Конечно, ведет. она То есть очень. Она не сказать, что в стрессе, в жутком. Вот, она Она просто не осторожная знает, просто. что ожидать от человека, да. потому что видел только плохое от человека раньше. А Вот. сейчас она не а понимает. Это такая, знаете, дурындосина, настоящая хаски. Потому что она пришла, вроде бы напугалась, потом такая, вроде со мной ничего плохого не делает. чё сказать тут? Все хорошо. Да, скажи. Да. А эта девчонка, она просто, ей человек нужен хороший, вот, который вот ее примет, да, и который вот будет постепенно работать с ее страхом. Это легко победить на самом деле. Здесь просто вот нужен вот реально компаньон для нее. Вот, потому что она вот девочка-то хорошая. Очень хорошая. Такая незлобная, Абсолютно. такое чудо маленькое. Всем привет друзьям, подписчикам. 7 апреля, 7 часов утра. Сегодня отправка. Группа поддержки бодрая. Едем собачек собирать. Сегодня отправка комплексная с разных групп. И наши, и чужие. Местечко нам выделили. Едем за собаками в город. Самолет в 10:45. Смотрим все внимательно. Дениса, Лёлёчка. Вот мои хорошие. Вот мои друзья. Все бедные кушают. Тобик, надо его прибрать. Хороший мальчик. Друзья, посмотрите на этих собак. Посмотрите в их глазах, сколько отчаяния, надежды, какая кроткость, какая терпеливость. Они даже не лают. Многие просто внимательно всматриваются в человека, в надежде, что, может быть, этот человек придет за ним, придет забрать его. Как вы думаете, как можно пройти мимо них? Как выбрать, кого спасти, а кого нет? Ведь мы не можем забрать всех. Невыносимо трудно отдать кому-то предпочтение, а кого-то обойти стороной. Я как бы мысленно разговариваю с каждым из них. Я читаю их боль, их страдания, как им хочется на волю, хочется к человеку, хочется быть любимым. Когда мы получаем вот такие вот видео несчастных собак, сердце разрывается на части. Конечно, хочется забрать каждого, всех и сразу. Но надо выбрать хоть кому-то, чтобы повезло. Вы знаете, все зависит от поступающей помощи. Если есть на что спасать, на что вывозить, то тогда мы забираем больше. Мы забираем не одну собачку, а 3, 4, 5. Значит, легче будет спасать, значит, есть на что спасать. Но когда помощи меньше,
то этой помощи хватает только на лечение уже прилетевших, уже спасенных, и приходится рассчитывать, так спасать следующих или нет. Я боюсь, что я вывезу собак, а мне нечем будет их оплачивать, не на что содержать, и этот момент меня сдерживает. Поэтому, когда вы с нами, то мы имеем возможность спасти больше. Пожалуйста, помогайте нам. И тогда мы будем еще и еще кого-то спасать. Посмотрите еще раз в их глаза. Многие из этих собак никогда не знали человеческой ласки. Они ходят с поджатыми хвостами, они вглядываются в человека. Интуитивно им что-то подсказывает, что от человека идет вроде как добро или должно идти добро. Но как страшно бывает возле человека, когда человек рядом машет палкой, лопатой. Это так страшно, но так им хочется любви и быть любимыми. Они не знали сытой жизни. Многие из них так и погибнут, не узнав любви человека. Их выбросят, их раскидают по городу, где они, естественно, погибнут. Местные жители очень раздражены этими собаками. Они их травят, убивают. Их век очень короткий. Очень. Но они очень человечные. Очень жалко, когда такие собаки погибают. Только если мы с вами. Только если мы вместе. Помогайте. Помогайте нам. Помогайте этим собакам выжить. Пожалуйста. Жизнь, она такая короткая. Успевайте делать добрые дела, друзья.